Добрый вечер. В эфире программа «Не пропусти главное». Увеличение тарифов с 1 июля на коммунальные услуги давно уже стало не очень приятной традицией. Сегодня в нашем эфире мы будем говорить о том, как изменятся тарифы с 1 июля этого года. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. Вы можете задать свой вопрос участникам разговора. Добрый вечер, уважаемые гости. Скажите, Галина Григорьевна, а какие факторы влияют на индексацию платы за коммунальные услуги? Добрый вечер. Повышение тарифов, изменение тарифов на коммунальные услуги, я бы так выразилась, происходит, да, ежегодно. И с 2012 года оно происходит не с 1 января, а с 1 июля. И поэтому вот говорить о том, что приятное это или неприятное событие здесь не приходится, потому что это установлено законодательством, изменение тарифов, и оно происходит повсеместно, не только в нашей республике. В то время как, значит, поскольку это установлено федеральным законодательством. Но, конечно, факторы здесь есть, которые требуют изменения тарифов. В первую очередь, конечно, это и общеинфляционные процессы, которые происходят повсеместно вообще во всем мире. Это, конечно, большие затраты на топливно-энергетические ресурсы, их транспортировку в нашу отдаленную республику при такой огромной площади. Это, конечно, один из основных факторов. Следующий фактор. В последние годы у нас происходит сокращение полезного отпуска. Особенно это связано с тепловой энергией. Здесь происходит оптимизация. Значит, особенно это и в бюджетных учреждениях, установка приборов учета. Ну а, соответственно, как мы понимаем, затраты, деленные на полезный отпуск, это, собственно, и выйдет тариф. Поэтому если затраты остаются как определенная величина, сокращение полезного отпуска, безусловно, приводит к тому, что будет и тариф необходимо корректировать. Далее, конечно, мы все знаем о том, что должно выполняться отраслевое тарифное соглашение. Оно касается и работников жилищно-коммунального хозяйства, потому что они такие же граждане нашей страны, также имеют право на все те, значит, льготы, которые и ту же самую заработную плату за свой труд. И, конечно, это и рост амортизационных отчислений. Мы прекрасно знаем, что в нашей республике за счет инвестиций в последние годы выстроено очень много объектов, котельных новых. И это ведет к тому, что стоимость их высока, амортизационное отчисление увеличивается. Ну и немаловажный фактор, и один из таких, которых, я думаю, любой человек это понимает, что любое хозяйство нужно поддерживать в нормальном состоянии. То есть это нужно затрачивать деньги на текущий, на капитальный ремонт, если мы хотим пройти безаварийно отопительный сезон и получать качественные коммунальные услуги. Вот такие моменты вы, наверное, может быть, припомните. Несколько лет назад будировался вопрос, а что же сделать, что если вообще не поднимать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и в частности говорилось именно о коммунальных услугах. Но однозначно, конечно, все пришли к мнению, это было достаточно бурное обсуждение в стране у нас, что если этого не делать, то мы просто приведем к тому, что оно в какой-то момент жилищно-коммунальное хозяйство у нас рухнет. Поэтому этого делать нельзя. Мы все хотим, чтобы получать качественные коммунальные услуги и чтобы у нас не было аварий. И этому способствует, конечно, и тариф, который в том числе и население. Но я в первую очередь что хочу сказать еще, что несмотря на то, что тарифы для населения на коммунальные услуги будут увеличиваться, они все равно по-прежнему останутся, всего лишь 30% будут составлять от стоимости экономически обоснованных. То есть стоимость экономически обоснованная наших коммунальных услуг на 70% превышает то, что платит население. Все это субсидируется из республиканского бюджета. И поэтому, если вот сказать о населении, допустим, и вообще полностью остановить не экономически обоснованные тарифы, не повышать, тем не менее, все равно для населения это будет необходимо сделать, потому что население не платит полной стоимости коммунальных услуг. Но
Ну, я знаете, здесь- несколько лет назад говорилось о том, что мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы все-таки приближаться к 100%. Действительно, это время будет или нет? В настоящее время, я вот сейчас откровенно скажу вам, что это невозможно. Потому что в нашей республике действительно этот разрыв очень велик. У нас 17 миллиардов по итогам 2015 года на субсидирование коммунальных услуг населению выплачено из республиканского бюджета это ресурсоснабжающим организациям. А сейчас, в последние годы, значит, в соответствии с федеральным законодательством, нашим республиканским, вот на сегодняшний, в 2016 году у нас с 1 июля платеж населения не должен вырасти более 9%. Значит, средний индекс нам доводится роста платежа граждан 6,5%, с предельно допустимым отклонением 2,5%. То есть наиболее, как мы это называем, невыгодным набором услуг, то есть в зависимости населения, оно имеет разные виды коммунальных услуг, проживает в разных домах, либо полностью благоустроенные, либо частично благоустроенные, либо вообще не благоустроенные, разные виды набор коммунальных услуг. При этом платеж его в сопоставимых условиях должен вырасти в среднем от 6,5%, но если у кого наиболее невыгодный набор услуг, а это имеется в виду полностью благоустроенная квартира, где присутствуют все виды, то не выше 9%. Я для сравнения приведу, вот 2015 год у нас было средний индекс 11 и предельно допустимое 2,5%, то есть платеж на 13,5%. Скажите, пожалуйста, а максимально вот разрешенные тарифы, если так можно высказаться, да, сколько процентов должны составлять? Вы имеете в виду уже не про платеж, а конкретно про тарифы, на отдельные виды коммунальных услуг, такие как отопление. Да. Значит, как я уже говорю, что законодательно не устанавливается, что, допустим, на отопление рост должен не превысить столько-то процентов. Законодательно, вот у нас распоряжением главы республики, он должен вырасти не более, как я уже сказала, платеж населения, не 6,5% в среднем, 2,5% допустимое отклонение, то есть не выше 9%. А вот внутри Дмитрий Медведев, этого платежа, внутри этого платежа уже устанавливаются тарифы на коммунальные услуги. Вот в этом году, допустим, у нас максимальный рост тарифов мы направили на холодную воду 10% для того, чтобы довести до 100% окупаемости, где возможно этот тариф. Но это по отношению к 10%, но если это сказать в рублях, то это, конечно, совсем немного. Скажите, а вообще вот как мы выглядим на фоне других регионов России вот в этой теме? Может быть, Галина Александровна? Галина Григорьевна? Ну, я, собственно, могу ответить, да. Мы постоянно, конечно, естественно, смотрим, как наша республика выглядит. Мы сравниваем как тарифы, а сейчас именно не только тарифы, мы платеж смотрим. Но вот я хочу сказать, конечно, мы смотрим в первую очередь Дальневосточный федеральный округ. Понятно, что это наши ближайшие соседи. Вот. И что касается платежа населения, то после Еврейской автономной области у нас за жилищно-коммунальные услуги самый низкий платеж. В других, конечно, выше платежи. Значит, мы, конечно, смотрим этот платеж и в отношении, и также и тарифы мониторим в отношении и с другими субъектами, не только Дальневосточного федерального округа. И хотим сказать, что наши тарифы, они средние, и они не превышают тарифов, и платеж населения, он тоже, собственно говоря, не превышает и центральной России, даже вот Москва, Санкт-Петербург. Но здесь я говорю о платеже, потому что вы понимаете, что у нас льготные тарифы, то есть они экономически обоснованные, и разница составляет. Ну, я думаю, граждан больше интересует и более будет понятно, когда вот, Галина Александровна, может быть, вы расскажете, покажете, вот у вас таблица такая очень подробная, да, чтобы каждый мог, посмотрев на эту таблицу, примерно прикинуть, сколько он будет платить с 1 июля этого года. Ну, на данной таблице
исходные условия – это плата семьи, состав из 3 человек, проживающих в полностью благоустроенной квартире в городе Якутске площадью 63 квадрата. И доля общедомовых площадей, общедомовых нужд составляет 7,5 квадратных метров на данную квартиру. В левой стороне обозначены коммунальные услуги, которые падают на данную квартиру. Далее тарифы 15-16 год, установленные комитетом цен, которые размещены на сайте нашего Государственного комитета, их можно посмотреть. Плата состоит у нас тариф, умноженный на норматив потребления. И дальше у меня просчитана плата за коммунальные услуги. В тарифах первого полугодия 2016 года она составляет 7150 рублей. И с 1 июля 2016 года она вырастет на 549 рублей 20 копеек, что составляет 7,7% на данную семью. То есть То вот есть среди- здесь реально показан пример, что 9% не превышено, хотя набор взят полный коммунальных услуг, а в сопоставимых условиях вот 7,7% здесь получилось, 549 рублей. Далее мы просчитывали, конечно, платеж и в, допустим, частично благоустроенной квартире 48 квадратных метров, там порядка 300 рублей будет плюсом. И неблагоустроенная, там порядка 200 рублей. То есть, чем меньше площадь, потому что Понятно. и, соответственно, меньше, соответственно, оплата, меньше изменения. Но вот здесь вот, Галина Александровна, я в продолжение темы бы хотела сказать, и, собственно, мои коллеги, я думаю, которые здесь вот приходится меня поддерживать, что когда мы говорим о платеже, нужно понимать, что почему-то вот население, иногда люди сравнивают, что если у них увеличился платеж, то во всем виноват тариф. И вот у нас однажды даже мы делали объявление в Якутск вечернем, когда произошло изменение тарифа с 1 июля. Мы попросили людей прийти, которые недовольны квитанцией или им непонятно, чтобы они пришли к нам. И мы столкнулись с такой проблемой, что у нас, по-моему, иногда не различают. Они говорят, вот Галина я Григорьевна, заплатил извините, больше. мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом будем говорить как раз о том, что влияет на плату. Реклама на НВК «Саха». В эфире программа «Не пропусти главное», и мы говорим об изменении тарифов за коммунальные услуги с 1 июля этого года. Галина Григорьевна, а на платеж что влияет? На платеж населения за коммунальные услуги влияет не только тариф, но и сколько потребили этой услуги. Объем. Либо по приборам учета, либо по нормативу, если не установлены приборы учета, то есть в зависимости от количества проживающих. Это надо понимать, Да. вот эти вот вещи. Да, у нас есть звонок в студию. Давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела задать такой вопрос. Я живу по улице Петра Алексеева, 49/1. И у нас с января месяца не берут квартплату. УК «Ригель». Я вот хотела бы узнать, как вы на это смотрите, и так должно быть или нет? Почему не 5 берут месяцев. оплату? Вы в курсе этой темы? Василий Васильевич? Я могу сказать? Да, пожалуйста. Мгм. Ну, по идее, это плата за жилищно-коммунальные услуги, она должна выставляться, управляющая организация, допустим, да? И до 10 числа месяца должна оплачиваться населением. А причина в чем? Она сейчас в эфире, да? Нет, нет, они уже отключились, видимо. Действительно, а по какой причине могут не брать плату за коммунальные услуги? Была. Думаю, нет. Они не могут у вас об этом узнать, что сменилась управляющая компания? Да, я думаю, что... Ну, надо сказать, а куда им тогда обращаться вот с этим вопросом? Ну, с таким вопросом можете обратиться в Жилищную свою... инспекцию, может быть? Ну, сначала, наверное, стоит обратиться в свою управляющую организацию, все-таки Ну, узнать не берут. причину, по которой... Ну, не как? берут, да. Ну, тогда остается... Чем-то объясняют, наверное, да? Выставляется ликвидация, да, прежде всего. Просто, может, они не выставляют им платежные документы. Или что, просто касса говорит, извините, мы денег у вас
не возьмем. То есть, такой- Скажите, Ну, Ну, пожалуйста, я а думаю, это управляющие... частный случай. И Частный. как бы Да. его нужно просто отдельно. Вот у нас здесь же присутствует управление жилищного надзора. В принципе, взять на заметку этот вопрос и уточнить, потому что, ну, раз человек обратился, наверное, помочь нужно. Безусловно, потому что такого просто быть не должно. Скажите, причины, пожалуйста, а может, квитанции разные. обязательно должны выставляться управляющими компаниями за жилищно-коммунальные услуги? Мы, например, приходим, оплачиваем, скажем, в кассе энергосбыта, и только там мы видим эту квитанцию. Заранее нам должны предоставить эту квитанцию или нет? Собственно говоря, сейчас ведется работа, у нас же будет внедрена система ИАС ЖКУ, и здесь будет возможность и получать квитанцию. Да, действительно, это одна из проблем, что действительно у нас люди приходят, это даже вызывает иногда очереди, что люди стоят, ему Мгм, выпишут начинают пока. Да, выяснять, это да? Я бы вот достаточно долго. Да, Оксана Ну вот Дмитриевна. Оксана Дмитриевна, я думаю, меня Да, дополнит в этом да, плане. Я дополню. Я просто хочу в целом сказать, что у нас же сейчас идет полное направление работы у Министерства жилищно-коммунального хозяйства об информатизации в целом отрасли. Внедряется проект «Единая информационная система», который вот как раз-таки и должен решить проблемы по тем, кто вот прописан, да, и меняется оплаты, по каким причинам. Кроме того, там возможность есть и по счетчикам получить информацию. А вообще, конечно, по действующему законодательству платежный документ должен доставляться гражданину. И он уже, получив этот платежный документ, должен явиться и просто оплатить. Кассир должен просто принять. В этом платежном документе должны содержаться все сведения. Форма утверждена уже приказом Министерства ЖКХ. Она внедряется в этой системе. Все управляющие компании, которые в настоящее время работают в единой информационной интегрированной системе ИАС ЖКУ, да, у нас сокращенное название «Дом онлайн», у них есть возможность гражданам предоставить платежный документ. Там полностью информация содержится и по прописанным, ну, по тем сведениям, которые на сегодняшний день имеются. Работа проведена колоссально, и это только половина пути, потому что на самом деле этот проект, вернее, эта информационная система должна позволить содержать информацию по всем организациям коммунального комплекса Республики Саха-Якутия. И вот хотелось дополнить, да, вот, коллег, по поводу льготных тарифов для населения. Вот чтобы тоже как-то было понятно, есть экономически обоснованный тариф, есть льготный тариф. Вот эта вот разница, она субсидируется из государственного бюджета республики. Это порядка 17 миллиардов по итогам Ну, прошлого вот эти года. 70%, о которых Да, говорила всё Галина правильно. Григорьевна. И помимо того, что гражданин на сегодняшний день семья оплачивает примерно 30%, у нас же есть и другие виды государственной помощи. Это и по линии Министерства труда, Да, об этом мы чуть позже единовременная поговорим, выплата, и субсидия на оплату жилого И об этом помещения. чуть Да. позже, Есть еще и ведомственная оплата. То есть на сегодняшний день меры социальной поддержки, они достаточно объемы значительные. И здесь вот говорить, что только вот это действительно неприятное событие, государство все равно население не оставляет в стороне, повышает, исполняет требования законодательства по повышению тарифов, оно помогает населению обеспечивать социальную защиту. Ну, вот я в самом начале программы сказала о том, что это неприятный такой сюрприз, и все прямо к этому так, ну, это действительно не очень приятно. Ну вот, мы говорили о том, что на платеж влияет не только тариф, но и объемы. И вот тут мы сталкиваемся, граждане сталкиваются с тем, что многие недопонимают, что от количества даже прописанных людей зависит окончательный платеж. Сейчас вот как раз самое время, когда люди начинают вдруг прописывать детей куда-то ближе к той школе, в которой хотят, чтобы ребенок их учился, прописывают к себе родственников и так далее. А потом удивляются, почему настолько вырос у них платеж. Алексей Григорьевич. Ну, сейчас вот в основном население, да, в республике сейчас вот согласно закону энергосбережения идет 2 года началось назад, да, тотальная установка приборов учета. На сегодняшний день где-то 96-97% приборов учета установлено по общедомовым, да, и сейчас необходимо населению еще устанавливать индивидуальные приборы учета, да, вот. То, что вы задаете вопрос, это получается в основном по воде. Да? По воде в республике, ну, в основном где-то 90% установлено. И, конечно, счетчик уже начинает считать по фактическому потреблению. И если до этого население платило по нормативу, конечно, там было где-то меньше, да, но
если взять норматив на душу населения, тогда людям проще платить по данным прибора учета. А если когда они действительно начинают прописывать родственников, детей, использовать больше воды, то есть не заниматься энергосбережением у себя, конечно, у них платеж увеличивается. И кроме этого, сейчас не только по воде, да, сейчас ставится вопрос, чтобы устанавливать приборы учета именно по тепловой энергии. Сейчас вот в городе Якутске уже начали ставить. Потому что в многоквартирных домах именно, да, вот где-то с середины марта люди уже перестают потреблять тепловую энергию. Да? И если у него стоят приборы учета, то, соответственно, они с марта месяца по сентябрь месяц ничего не оплачивают. В марте уже отопление отключают? Нет, он, если у себя провели энергоэффективные мероприятия, да, то есть в квартире можно отдельно установить прибор учета по тепловой энергии. Да? Если горизонтальная разводка. Вот у нас вот в новых домах уже везде начали устанавливать. И, конечно, эффект колоссальный. И обязательно в батареях должны стоять терморегуляторы. На улице потеплело, терморегуляторы закрыли, соответственно, потребления тепловой энергии нету, соответственно, население не платит. Об этом, к сожалению, очень мало знают, да, хотя мы вот очень много информации пытаемся дать, у нас на сайте все это висит. Но сейчас этот сдвиг пошел. А скажите, это дорогое мероприятие установить дома вот приборы? В среднем такие? установка прибора учета в городе Якутске с оборудованием, да, стоит где-то 30-35 тысяч рублей с монтажом. Ну, окупается за да, какое время? Окупаемость мы посчитали, если считать от норматива, да, но надо иметь в виду, что в городе Якутске не такой высокий тариф. При этом окупаемость где-то 1,5 года, где-то даже год. Ну, соответственно, в других районах там уже сейчас тем более применяется поселенческий тариф, да, и тариф, конечно, больше будет, чем в городе Якутске. Там, конечно, окупаемость будет еще меньше. А скажите, пожалуйста, вот установка счетчиков на воду, скажем, да, пока про тепло не будем говорить, это имеет рекомендательный или все-таки обязательный порядок? Помните, говорилось о том, что кто не установит приборы учета на воду, к тем будет применяться повышенный коэффициент при расчете платежа за коммунальные услуги. Да, федеральное постановление в прошлом году было принято, и даже были уже ежемесячное увеличение повышающих коэффициентов, да, но пока его отменили. Но я говорю пока, потому что очень низкая оснащенность приборами учета. Поэтому народу не надо, населению расслабляться. Сейчас, наоборот, надо заниматься установкой приборов учета. Пока время есть. Давайте сейчас послушаем еще наших телезрителей. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Есть у нас вопрос? Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Живу я в частично благоустроенной квартире. Это двухэтажки наши, да? Значит, есть у нас доступ только холодной воды, отлива нет. И я хотела бы узнать, я и обязана поставить прибор учета холодной воды или нет? Спасибо. Ну вот только что Алексей Григорьевич, в общем-то, рассказал о том, что обязательств-то таких нет, но... Алексей Григорьевич, как вы ответите? Ну, здесь получается, ну, вообще, я как предприятие, которое занимается энергосбережением, конечно, я за то, чтобы везде должны быть приборы учета. Везде. Прибор учета должно быть у ресурсоснабжающих организаций, да, и у каждого потребителя. И тогда мы выведем реальную картину. Фактически. Да. Фактически, да, там и затраты. Особо и может не быть, потому что там только холодная вода, то есть канализации нет и горячей воды нет. Поэтому холодная вода, она не столь дорогая, может быть, у нее окупаемость, конечно, будет более длительна.
То есть эти приборы учета по воде, они окупаются быстрее при наличии, когда есть холодная, горячая вода и канализация. Потому что сразу тогда 3 вида услуг как бы уже считаются не по нормативу, а по фактическому потреблению. Как я поняла, у телезрительницы только есть холодная вода, слива нет, горячей воды нет. Поэтому здесь будут проблемы с окупаемостью, оно будет просто дольше по времени растянется. Потому что сразу эффект, конечно, там получить будет сложно. Ну и потом плюс счетчиков же в том, что у человека появляется возможность экономить, как бы факт. Самое-то главное для Ну да, человека. так уже не пустишь воду Да. и Ну, не то, в чтобы стаканчик не пить, да. наберешь, чтобы зубы почистить. Ну, предположим. не то чтобы, естественно, необходимый объем, но и этот вот семья, которая фактически потребляет определенный объем, она может быть кратно ниже вот, по рассчитанной по нормативу. Поэтому здесь все равно экономия на лицо у человека самого. Ну и здесь вот надо дополнить, можно, да, дополнить? Да. Сейчас вот как раз отопительный сезон у нас заканчивается, да, ну где-то уже закончилось. И вот управляющие компании... Алексей Григорьевич, простите, мы сейчас прервемся, потом продолжим. Реклама на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти главное», и мы говорим об изменении тарифов с 1 июля этого года. Алексей Григорьевич, продолжите мысль свою. Ну вот хотел сказать, что сейчас заканчивается как раз отопительный сезон, и по 37-му постановлению правительства Российской Федерации, да, управляющие компании должны населению проводить перерасчет не менее 1 раза в год, да. И вот сейчас в основном, когда вот к нам тоже обращается население, и мы говорим, что вот пишите УК, они говорят после отопительного сезона. Поэтому напоминаю населению, чтобы они начали уже направлять заявления. Да? Некоторые управляющие компании сами проводят перерасчет. Губинский, например? Да, Губинский вот 2 раза в год проводит. Да. Да? А некоторые не делают этого, да? Они обязаны это делать. Так? И вот хотел бы именно населению обратить внимание, чтобы начали подавать заявления. Я вот, Не будет заявления, не будет перерасчета, да, они могут даже не рассмотреть, да, потому что могут по нормативу собрать и все. Ну, есть такой горький опыт. И также вот хотел присоединиться вот к коллегам, да, насчет господдержки. У нас тоже есть 340-е постановление правительства Российской Федерации, да. Если в многоквартирных домах проводят энергоэффективные мероприятия, да, и по концу года они получают экономию, да, тогда эта экономия через год возвращается муниципальному образованию на дальнейшие энергоэффективные мероприятия по данному дому. Поэтому вот. Да. Спасибо. У нас еще звонок. Давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Есть? Да. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, мы вас слышим. Пожалуйста, говорите. Это Антонина, жительница 3 Сосны 13. У меня вот такой вот вопрос. У нас в каждой квартире установлено газовое оборудование, да? Газовое отопление, ну как бы объяснить вам, газовое отопление. Как мы должны оплачивать отопление, так как у нас индивидуальное газовое оборудование стоит? Пожалуйста, ответьте нам. И есть ли такие нормативы? Спасибо. Галина Григорьевна. Значит, здесь нужно конкретно смотреть, я поняла, либо в квартире, либо в доме. Здесь, значит, есть две возможности, как оплачивать. Мне очень сложно сейчас сказать, нужно конкретно, какая обслуживает, значит, организация ваш дом. То есть, если есть такие у нас дома, где передано котельное оборудование в безвозмездное пользование, в этом случае, значит, у нас за государственным регулированием тарифов, это организация, которая передана безвозмездное пользование газовое оборудование, приходит за государственным регулированием тарифов. В этом случае также тариф считается на горячую и воду, и на отопление. Но есть и такие дома, где жители приняли, значит, решение о непосредственном способе управления. То есть они платят непосредственно ресурсоснабжающим организациям.
Да, таким образом, здесь такая возможность есть. По 354 постановлению правительства Российской Федерации допускается это. В этом случае население, принявшее это решение, собственники, принявшие решение, что они передают значит, и тоже организации на техническое обслуживание, платят за техобслуживание, как за жилищную услугу, а за коммунальную услугу они непосредственно платят за газ, то есть за тот коммунальный ресурс, который поступает в дом на приготовление тепла, и за воду, которая идет, допустим, для приготовления горячей воды. То есть здесь два момента возможно: и через государственное регулирование тарифов, и значит, через непосредственно плату за коммунальный ресурс, поступающий в дом. Это Спасибо. нужно смотреть, как передали газовое Василий Васильевич, оборудование. скажите, пожалуйста, а кто осуществляет контроль за правильностью начисления оплаты? Ну, я скажу, что управление Госстроительнадзора, оно, в общем, проводит проверки также надзор, жилищный надзор, а также лицензионный контроль над управляющими организациями и ресурсоснабжающими организациями, ну, в частности, насчет тарифов, правильности применения тоже. А были ли такие случаи, когда были применены ну, неправильные, скажем, неправильный расчет, неправильный тариф? Неправильный тариф. Такого, Неправильно рассчитан? Ну, неправильно рассчитано, это да, бывает. Я бы еще вот Это в хотела отношении добавить, да? жилищных. Я хотела бы Это поправить. в отношении жилищных Это в услуг. отношении жилищных услуг. Да-да-да. Что касается тарифов Ну вот мы на все время коммунальные говорили услуги, это к нам. Да, это понятно. Мы до сих пор говорили только о коммунальных услугах, но с 1 июля также повышаются тарифы и на жилищные услуги. Скажите, пожалуйста, вот Надежда Ивановна у нас председатель ТСЖ, каким образом жильцы многоквартирного дома могут принимать участие в контроле за тарифами? Как это у вас При происходит? повышении цен, если на жилищные услуги, значит, мы собираем, естественно, общее собрание, и общим голосованием мы принимаем или не принимаем эти услуги. Можем понизить их, как у нас был такой опыт уже. Мы понизили. Да, я бы вот хотела добавить, вопросов очень много у граждан возникает, не всегда Простите, есть... пожалуйста, давайте сейчас телезрителям дадим возможность задать вопрос, да? Спасибо. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, вот мы платим в ЖЭУ за коммунальные услуги, и с нас берут и кассовые сборы. Но в то же время мы платим за свет, за газ, за телефон, там не берут. Разве это правомерно? Спасибо. Василий Васильевич. Понятно. Насчет кассового сбора, знаете, в общем, с таким заявлением необходимо обратиться в Роспотребнадзор, поскольку это, получается, защита прав потребителей. То есть незаконно взимают этот сбор, да? Ну, законно, незаконно сказать не могу, это может ответить только представитель Роспотребнадзора. А какие есть еще варианты, если отказаться вообще от этих касс? В электронном виде же сейчас можно уже, да, оплачивать. Вот вы как сами оплачиваете коммунальные услуги? Именно мы? Ну, у вас ТСЖ вы сами собираете? Нет, мы оплачиваем через кассы энергосбыта. Я вот сейчас хочу сказать, да, вот внедряемая единая информационная система позволит отразить, что вот для человека будет удобно, да. У него будет возможность через личный кабинет увидеть все начисления, и в будущем будет возможность онлайн-оплата. То есть, сидя дома, не выходя из дома. Ну, это давно уже об этом говорится, а когда, наконец, это все будет? Ну, мы ждем это в течение, как бы, думаю, что в течение месяца-двух этот вопрос уже решится, да. По этому поводу будет отдельная информационно-разъяснительная работа. И тогда вот уже сейчас. надобность в этих кассах энергосбыта, она, наверное, и отпадет. Ну, люди будут уже оплачивать. Все равно есть категория граждан, которая удобно будет подойти, как бы оплатить, да, не у всех есть возможности интернета, как бы, альтернатива выбора должна быть у человека. В большей степени сейчас, конечно, в период информатизации это связано, что у человека нет времени подойти в кассу, ему быстрее оплатить онлайн, имея всю сведения, и вот это вот мы добиваемся. И хочу еще добавить, что 27 мая на площади Ленина с 12 до 16:00 Министерство ЖКХ проводит акцию специально для населения тоже, да, грамотный потребитель жилищно-коммунального хозяйства, где у каждого человека будет возможность задать вопросы. Там будут присутствовать представители организаций подведомственных министерств, ну вот отрасли жилищно-коммунального хозяйства, и Госкомцен будет, и агентство субсидий. На любой вопрос можно получить там полностью ответ, информацию смогут получить. Да, специально как раз-таки для этого и будет проведена приуроченная эта акция. Скажите, пожалуйста, а какие вообще меры социальной такой адресной поддержки есть для малоимущих, для нуждающихся граждан, семей?
По линии Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия через территориальные органы льготной категории граждан, состоящим в региональном и федеральном регистре. Это у нас ветераны тыла, ветераны труда, жертвы политрепрессий, граждане с инвалидностью, участники войны. Производятся ежемесячные денежные выплаты на жилищно-коммунальные услуги. Как вы знаете, вчера на очередном заседании правительства был рассмотрен и одобрен проект постановления правительства, предусматривающий индексацию ежемесячных денежных выплат на жилищно-коммунальные услуги для региональной категории льготников. С какого числа? С 1 июля, вот как у нас получается, с повышением тарифов, да, у нас законодательно предусмотрено, Ну, что логично, с 1 в общем. июля будет, соответственно, произведена индексация. Хочу отметить, что федеральная категория льготников у нас имеет право по закону на перерасчет. Они имеют право 2 раза в год обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации с заявлением. К заявлению необходимо предоставить документ, подтверждающий право о льготе, справка о составе семьи, но она также у нас запрашивается путем межведомственного взаимодействия, и платежные документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг, капитального ремонта. Вот. А скажите, в каком объеме будет индексация? Вот повышение тарифов, мы сказали, 6,5%? Да, в таком же объеме. В таком же объеме идет индексация, да? Да, будет произведена индексация социальных выплат. Адекватная. У нас получается, что официальный уровень же инфляции за 2015 год составил около 12%, а повышение происходит меньше даже официального уровня инфляции, так? Ну, собственно говоря, да, это проводимая политика такая, которая направлена на поддержание интересов населения. Но, тем не менее, все равно что-то должно оплачиваться. И вот по субсидиям, пожалуйста, Оксана Да, я Дмитриевна. бы Да? хотела, чтобы граждане понимали и отличали, что в отрасли жилищно-коммунального хозяйства получается несколько мер социальной поддержки. Это и по линии Министерства труда, как ведомственные, да, это есть и профессиональные выплаты, то есть касаются, например, педагогов, проживающих в сельской местности, для них тоже по линии Министерства образования предоставляется социальная помощь. А вот по линии Министерства жилищно-коммунального хозяйства предоставляется субсидия на оплату жилого помещения, она предоставляется в качестве государственной услуги. Есть определенные федеральные правила, которые направлены на социальную поддержку. Помимо этого, плюсом ко всем возможностям, да, в социальной поддержке населения существует и региональный у нас этот отдельный нормативно-правовой акт. Это предоставление субсидий гражданам, использующим печное отопление. То есть оно уже идет не в рамках федеральных правил, а по... Скажите, пожалуйста, кто имеет право на субсидию? Субсидию имеют право это собственники жилья, наниматели жилья. Я вот хотела бы, да, по возможности показать. У нас размер адресной субсидии зависит от нескольких факторов. Это вот в зависимости от того, в каком жилом помещении проживает семья, в зависимости от того, какой состав семьи, какой доход у семьи заявителя и, соответственно, какие несут они расходы. И вот от всех этих факторов зависит и перечень документов. В отношении жилого помещения необходимо предоставить свидетельство о государственной регистрации, договора найма, договора социального найма. В зависимости от состава семьи это получаются личные документы. И в зависимости от дохода семьи это может быть заработная плата, пенсии, пособия и расходы на жилищно-коммунальные услуги, необходимые документы, подтверждающие их расходы. Я бы хотела пояснить еще один момент, что с повышением тарифов, конечно, обращаются больше граждан, да? Но ведь вот этот вот процент, 6,5%, он в принципе... У нас получатели, когда они обращаются к нам за оформлением субсидий, они просят перерасчета. Сейчас, ввиду информатизации данного процесса... Спасибо. Мы уходим на рекламу. Да, потом продолжим. Пожалуйста, реклама на НВК «Саха». В эфире «Не пропусти главное». Мы говорим об изменении тарифов с 1 июля этого года. Оксана Дмитриевна, так коротко очень. Кто имеет право на
субсидию? Но если совсем коротко говорить, то если семья тратит на жилищно-коммунальные услуги более чем 15% от совокупного дохода и соответствует 5 основным условиям субсидий, то, конечно, им рекомендуется оформлять субсидию. За субсидией они могут обратиться в территориальную службу адресных субсидий, она находится в каждом районе республики. В том числе наверное, можно получатели вот этих субсидий, вы уже сказали о том, вы ожидаете, что, конечно, больше станет, потому что повышаются тарифы, а заработная плата-то остается на прежнем уровне. Галина Григорьевна, вы хотели? Значит, вот продолжая тему, потому что основное для адресной субсидии – это доля расходов семьи на жилищно-коммунальные услуги. Так вот, у нас комитет провел анализ и выпустил такой сборник, вот я покажу коллегам, может, телезрителям будет интересно, «Тарифная политика Республики Саха-Якутия в международном пространстве», где мы сравнили долю расходов населения Республики Саха по сравнению с регионами центральными России и зарубежными странами. И я хочу сказать, что доля республики, вот как население Республики Саха, ниже, чем, допустим, в Российской Федерации, у нас 9% в среднем на жилищно-коммунальные, когда в Российской Федерации 12%. И в ряде стран, которые гораздо в более климатических условиях теплых, все-таки Республика Саха выглядит более выгодно. Но более радует, подробно наверное, можно у нас узнать. Да. Возникает очень много вопросов у граждан, у жителей, взносы за капитальный ремонт. Леонид Анатольевич, давайте, у нас редактор подготовила видеоопрос, послушаем. Пожалуйста, видеоопрос. Скажите, пожалуйста, вы живете в многоквартирном доме или в частном? В многоквартирном доме, да. Ну, в многоквартирном. Многоквартирном. В многоквартирном доме. Ваш дом нуждается в капитальном ремонте? Я думаю, да. Ну, наверное, нужно, потому что уже лет 20 дом стоит уже. Все жилье требуется, я вам скажу. Большинство у нас тут ветхое жилье, аварийные дома. Обязательно. Да. Он нуждается? Нет. У нас уже был, я староста дома. Нет, мы живем в новостройке. Да, я думаю, все дома нуждаются рано или поздно. Конечно, нуждаются. Вы платите взносы за капитальный ремонт? Мы же когда платим за свет, ежемесячно собирают средства. Видимо, плачу. Есть такие графа там. Платим. Платим. Не маленькие при том. Да, платим. Нет. Да, платим. Я плачу каждый месяц за электричество, и заодно сначала платили. А потом, когда суммы начали увеличиваться, там какие-то корректировки внесли, я уже сказал, нет, 3 месяца, нет, я уже 3 месяца платить отказываюсь. Обязательно платим. А вы знаете о том, куда идут ваши взносы и когда по плану будут ремонтировать ваш дом? Вот этого не знаю, но хотелось бы очень узнать. Не знаю, такой информации нам еще не предоставляли. Нет, никто об этом не говорит, никаких подробных описаний же за это не дают. Ну, приблизительно знаю, куда деньги идут, точно не знаю. Нет, я далека от этого вопроса. Раньше ведь не было такого, как-то не собирали, да? Это что-то новенькое такое, знаете, чтобы с людей просто выжимать деньги. И куда они, где они седают. Их реально же мы платим, понимаете? Мы платим, но где они седают, никто не знает. Это тайна сия велика есть, понимаете? Леонид Анатольевич, вот послушали опросы, и самая главная проблема, да, она сразу уже явно видна. Люди не знают, куда идут их взносы. Нет прозрачности, видимо, да? Да, я бы начал с того, что очень позитивный момент, что все-таки восприятие платят. у всех. Все-таки надо делать ремонт, да. Что капитальный ремонт делать надо. Под сомнение вопрос фактически никто не поставил. И это, я считаю, уже такое большое, наверное, достижение такой в ментальности нашей, что мы начинаем понимать и привыкать. Действительно, второй вопрос, это значит прозрачность, скажем. Да? Вообще фонд капитального ремонта ведет достаточно такую широкую информационную работу, но просто, допустим, может быть, некоторые не читают те информационные ресурсы, где мы размещаем информацию. А где может вы быть, некоторые основные такие емкие Саха Пресс, Ясия, Саха Лайф,
на наш собственный сайт, это на регулярной основе. Кроме того, достаточно регулярно мы в газете «Якутия», конечно, там в «Эхо столицы» и других печатных изданиях, а также мы выпускаем ежемесячно электронную версию своей газеты «Мой дом, моя крепость», которая уходит на все электронные адреса, когда-либо, зачем-либо обратившийся к нам на сайт людям. Сейчас, мне вот говорят, что у нас готов звонок, давайте послушаем. 930 где-то экземпляров и ежемесячно нарастает. Давайте телефонный звонок послушаем. Есть, да, у нас телефонный звонок? Пожалуйста, говорите. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Валентиновна, я житель города Якутска. И вот такая ситуация складывается. Каждый раз, когда я плачу за квартиру, прихожу в кассу, мне задают один и тот же вопрос кассир. Вы будете платить за капитальный ремонт? И каждый раз я говорю, нет, не буду. На что она мне отвечает, да, ну ладно, ну тогда в другой раз. У меня возникает вопрос, раз такая фраза звучит в другой раз, значит, нет какой-то четкости в этом вопросе. Вот как... Да, действительно, такое есть, и я тоже сама с этим сталкивалась. Когда я оплачиваю электроэнергию, всегда спрашивают, а капремонт вы будете платить? Я говорю, ну да, буду платить. То есть предполагается, что можно и не платить. Светлана Валентиновна, вопрос очень правильный, который влечет за собой абсолютно конкретную неприятность для человека, который сказал, нет, я, наверное, платить не буду. Законодательно жилищным кодексом установлено, что в случае, если до 10 числа оплата не произведена, начинается начисление пени. И мы не можем, допустим, как энергоресурсной организации, объявить прощенные дни, объявить там какие-то льготы, скидки, как-то списать эти пени, потому что такой механизм, собственно, вообще не предусмотрен. Поэтому в любом случае, когда мы смотрим, молодой человек говорит, что-то там повысили, и поэтому я 3 месяца уже не плачу, он начинает наращивать эти пени, что, собственно говоря, будет неприятно. Последующее будет выглядеть следующим образом. Когда накопится около 3000 долг, мы направим претензии, потом мы направим исковое заявление, в итоге придут судебные приставы, и это будет совершенно неприятная ситуация, которая не нужна никому. Что важно отметить, вообще как у нас происходит платежная дисциплина? По прошедшему итоговому году у нас якутяне в Республике Саха-Якутия оплатили из начисленных сумм 83%. Поэтому вот меня тоже радует, что люди-то понимают, что ремонт это важно, необходимо. И собственными средствами подтверждают, что платежная дисциплина высока. Что касается текущего года, нас довольно удивило, когда мы с вами видим вывешенные на улицах баннеры «Не платить за капремонт», газеты в наших этих подъездах и ящиках «Отменить поборы на капремонт». У нас показывают сборы апрель месяц 89%, а март месяц 89%, апрель месяц 92%. То есть как-то якутяне пошли от обратного. Когда им говорят, не надо платить, видимо, все-таки как-то сослужили, наоборот, совершенно противоположный эффект произошел. И посмотрим, как эта динамика будет сохраняться. Важный момент, на что мы не успели ответить, это прозрачность. То есть на сегодняшний день определены механизмы, как обеспечивать прозрачность. У нас вот очень важно, что все-таки те, кто все-таки век информационных технологий живем, есть источник, где можно получить полноценно всю информацию. Это сайт fondkr.ru, на котором есть прямо такой значок «Мой дом» и сколько там накоплено. Нажимая значок «Мой дом», вы получаете адресную строку, набираете свой адрес, и выходит точно подробное описание, сколько квадратура вашего дома, характеристика, сколько там, значит, какого года постройки, сколько начислено средств и сколько собрано средств. То есть абсолютно точное понимание, сколько там на каждом доме на сегодняшний день определено как начисление, так и... Простите, а есть там информация о том, когда будет произведен ремонт именно в этом доме? И по какому конструктиву в этом окошечке вы все спокойно можете каждый увидеть. Теперь второй вопрос. Как расходуются средства? На том же сайте, с правой стороны, есть значок «Отчетность». Но отчетность – это довольно объемные документы, поэтому для того, чтобы с ними разбираться, там нужно будет скачивание произвести. И точно так же, то есть будет четко написано, вот на сегодняшний день ремонтируется у нас в Республике Саха-Якутия на текущий момент 87 домов. Там будет четко прописано, в каждом доме какой конструктив делается, за какую сумму он делается, и кроме того, сколько там оплачено из средств государственного бюджета и сколько там оплачено из средств собственников. Потому что мы все и собственники должны понимать, у нас капитальный ремонт носит скорее социальный характер. Потому что на сегодняшний день, вот по текущему году, оплата, которая будет произведена за выполненный капитальный ремонт, в них доля собственника составит 1/3. А 2/3 это будут расходы бюджета. Мало того, прогнозно
прогнозно по следующему году, получается, что там программа планировалась с высоким нарастанием, и, видимо, взгляд в 2013 году, когда строилась программа, он был пессимистичный на бюджет, а наоборот, оптимистичный. А сейчас оказалось, что довольно сложно, и там получается так, что доля бюджета, она превысит 80% в запланированной программе. И тут вот действительно встает вопрос, а как же быть со взносами? Взнос, который был установлен в 2013 году по постановлению правительства, предусматривалась ежегодная индексация. Но с точки зрения, видимо, все-таки социальной политики индексация не производилась. А мы понимаем, что там было 11% и 12%. То есть он должен был возрасти уже на 24%. Плюс еще прогнозные 11% этого года. Вот. И тоже понимая, что вот так, наверное, вечно продолжаться не может, и что все-таки должно быть, наверное, в этом какое-то движение. Понятно, что бюджет всю нагрузку на себя необходимую берет, даже, наверное, очень повышенную нагрузку. Спасибо. Все социальные обязательства. Да? Спасибо. Я благодарю вас всех, что вы приняли участие в нашей программе. Время нашей программы подошло к концу. Всего вам доброго, спасибо. На этом мы заканчиваем. До свидания.